Школа мордовских языков приглашает учеников. Будем славно здесь трудиться, и играть, и веселиться. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей, а помогает мне сегодня лисичка Ривиське. Ребята, здравствуйте! Мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие в страну ирзянского языка. Друзья, послушайте мое стихотворение и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Чтобы в форме оставаться, не болеть и не хворать, нужно правильно питаться, фрукты, овощи жевать. Как вы, ребята, уже поняли, сегодня мы будем говорить о еде и о том, в чем ее можно приготовить – посуде. Сегодня мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «яр само пелесь, да кеть гетни» – пища и посуда. Вы, наверное, не раз слышали выражение «минь тесе, мезде минь яр сатано». Мы есть то, что мы едим. И это действительно так. Выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье. Еда обеспечивает жизнедеятельность организма, дает нам энергию и даже влияет на наше настроение. Ребята, а как будет звучать на ирзянском языке слово «еда»? Яр само пель. Молодец, лисичка, правильно. А как будет звучать на ирзянском языке питье или напиток? Симе мопель. Верно. А теперь назовем то, что мы едим, то есть продукты питания на ирзянском языке. Ребята, повторяйте за мной. Ал – яйцо, велькс – сметана, кал – рыба, кши – хлеб, ловсо – молоко, ой – масло, сывель – мясо. Еда, несомненно, является источником стройматериала для наших клеток, тканей и органов. В свою очередь, овощи – это неотъемлемая часть рациона человека, так как они крайне полезны благодаря высокому содержанию в них витаминов и активных элементов. Каждый из нас может назвать их на русском языке. Однако, как же они будут звучать по-ирзянски? Ребята, назовем их вместе. Капста – капуста, куяр – огурец, модамарь – картофель, морков – морковь, помидор – помидор, репс – репа, чурька – лук, якстерькой – свекла. Молодцы! Ребята, вы наверняка знаете также, какую пользу имеют фрукты и ягоды. Они являются одним из богатейших источников витаминов и полезных веществ. В ирзянском языке фрукты и ягоды называются следующим образом. Умарь – яблоко, груша – груша, инзей – малина, кстый – земляника, мастумбарь – клубника, шукшторов – смородина. Запомнили? Молодцы! Ребята, а как по-ирзянски будет называться посуда, которую мы используем для приготовления, приема и хранения пищи? Ребята, запоминайте. Кеть-кеть – посуда, вака – чашка, миска, пачалго – сковорода, пеель – нож, пенч – ложка, сяньгине – вилка. Молодцы, ребята! Все запомнили? Очень хорошо. Однако наша встреча подошла к концу. Вспомним, какие слова сегодня мы с вами выучили. Мы узнали, как называются основные продукты питания, овощи, фрукты и ягоды на ирзянском языке.
А еще, как звучат слова, обозначающие посуду. Мы славно сегодня потрудились и выучили много новых слов. Мы надеемся, что вы открыли для себя много нового и интересного. Урок ось прядовсь. Вас то мазано к вечке вексьялгат. Урок подошел к концу. До свидания, дорогие друзья! Кто не